Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». У микрофона Мария Ким. Со мной также мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Ольга Степанова. В августе прошлого года в городе Нюрба состоялось открытие центра диализа «Нефроклиника». Повышение доступности медицинской помощи для всех якутян является приоритетом для руководства нашего региона. И открытие гемодиализного центра – это важное событие не только для жителей Нюрбинского района, но и для всей республики. Отметим, что вся медпомощь в диализном центре в городе Нюрба оказывается абсолютно бесплатно по обязательному медицинскому страхованию. И у нас в гостях Марфа Николаевна Бурцева, основатель и руководитель межрайонного диализного центра «Нефроклиника», город Нюрба. Здравствуйте, Марфа Николаевна. Приветствую Мария. Вас у нас в студии. Расскажите, пожалуйста, о работе вашего центра. Здравствуйте всем, уважаемые жители нашей Якутии. Сегодня первый день лета. Да, поздравляю. Первый день лета, летний день начинается, поэтому всех поздравляю. Ну и, значит, если вот взять по нашей работе, открыть, рассказать эту работу, то, да, действительно, в августе месяце мы в прошлом году открылись, и, пользуясь моментом, случаем, я выражаю глубочайшую благодарность, главе Нюрбинского района Алексею Михайловичу Иннокентьеву. Без его поддержки, без понимания, без вклада, скажем так, со стороны администрации Нюрбинского района этот проект бы не реализовался бы вообще. То есть, да, практически администрация Нюрбинского района партнер в открытии вашего центра и предоставил вам? Да, нужно так сказать, что нет, скорее даже не партнер, а во благо населения Нюрбинского района, как глава, поскольку несколькими годами, в порядке нескольких лет, от населения поступали обращения. У нас же есть отчет правительства, отчет главы, и периодически, население района поднимали вопрос об открытии диализного центра, чтобы пациенты получали диализ в пределах своего района, вблизи от дома. Это вот же большое... Да, да. И инициативу, когда мы были с пациентами у Антонины Афанасьевны Григорьевой, в то время она была заместителем Государственного собрания ЛТУМН, Антонина Афанасьевна Григорьева депутатом с Нюрбинского района, и как раз она при встрече у меня спрашивает, возможно ли, Марфа Николаевна, в Нюрбинском районе открыть диализный центр. Но, по сути, в мой стимул жизни ничего невозможного нет. При желании можно сделать все возможным, скажем так, поэтому я сказала, почему бы нет, если со стороны администрации района будет поддержка, выделят здание, сооружение, помогут с ремонтом, и вот эти все условия были со стороны администрации района Нюрбинского выполнили. И мы позиционируемся как межрайонный диализный центр, поскольку ближайшие районы ждем ближайшие. На сегодня у нас диализный центр работает и, получают диализ у нас трое. Сунтарского района, пока с Верхневилюйского нет. К Верхневилюйского пациенты приезжают, наблюдаются у врача-нефролога. Помимо диализа мы оказываем еще совершенно бесплатную помощь пациентам с Сунтарского, с Нюрбинского и Верхневилюйского района в консультацию нефролога. То есть по нозологии, нефрология, скажем, по патологии почек, вот эта группа районов, Сунтар, Нюрба и Верхневилюйск, они, скажем так, должны быть спокойны и вблизи от дома получить консультацию. Не стоит, не надо ездить в город Якутск, чтобы получить консультацию нефролога. Вот. И на сегодня что? Пациенты очень довольны. Конечно, они практически не выезжают за пределы своего дома. Да. Это же главное то, что это главное. Это главная задача была. Я очень честно работаю в рамках защиты прав пациентов, интересов защиты прав пациентов, нефрологических пациентов и трансплантированных пациентов. Моя нагрузка – это пациентская организация «Тулур», где в 2020
2021 году, значит, с 2021 года я как учредитель, вместе мы с пациентами открыли эту организацию некоммерческую, и мы общаемся, очень тесно общаемся, выполняем социальные задачи, озвучивают, когда, да, пациенты, помогаем друг другу, скажем так, сообщество такое, да. И вот когда поднимают пациенты вопрос о том, что хотят возле, рядом со своим домом, в районе лечиться, да. И когда вот в Нюрбе мы открыли, вопрос такой ставили и другие районы, например, в Чорапча, значит, хотели чорапчинские пациенты, Чорапчи, Усалдан, там, да, Мегина Кангаласа. Конечно, по всем районам открыть диализные центры, это нереально, скажем так. Вот так вот можно группировать группами, да, как вот мы сгруппировали, да, Нюрба, Верхневилюйскую, да, Вилюйскую группу районов. И, значит, вот таким образом можно вот эти проекты при условии поддержки со стороны администрации районов, глав районов. Это возможно, почему нет? Вот в этом моменте нужно будет отметить, опять же, да, то есть у вас ресурсы есть, возможности все есть, желание есть, вам только нужна поддержка, помощь и от администрации района, да? Предоставление объекта, соответственно, да. там... Вот Мария, здесь я скажу, что, конечно, таких вот, скажем, таких огромных ресурсов, это просто будет нескромно, наверное, да, но желание. Самое главное – желание помочь людям. Да, желание помочь людям. И при поддержке, конечно же, один в поле не воин, скажем так. Поэтому, если есть поддержка, почему бы нет? Вместе сообща работать ради народа. Вилюйская группа районов, скажем так, уже практически охвачена. Да, охвачена. Заречье нету. Центральные районы, они все в Якутске. Центральные районы в Якутск, Заречья нет, заречная группа районов ездит, к сожалению, конечно, в Якутск. У нас диализные центры, крупные наши диализные центры консолидированы в городе Якутске. Да, это есть. Вообще, по сути, если и взять по заместительной почечной терапии, 3 вида заместительной почечной терапии, да, значит, это, во-первых, я всегда говорю, во-первых, это трансплантация донорства. То есть тот пациент, которому сказали, что все, у вас почки не работают, к сожалению, вам нужна заместительная почечная терапия. Значит, нужно в первую очередь предоставить человеку возможность трансплантироваться. Пусть это будет кадаверная, пусть это будет донорская, родственная, да. То есть вот это. То есть у нас в республике пересадка, трансплантация делается. Это и да, это обязательно, это нужно это развивать, это прям наработать, это чтобы вот как механизм работал, да, а не так вот, чтобы там в 3 года 1 раз, там всего там 2-3 пересадки. Но у нас возможности есть у нашего, значит, самого головного центра, Республиканской больницы номер 1, Национальный центр медицины наш, имеет все возможности, значит, реализовать пересадку органов. То есть все это есть. Значит, вторая, скажем, значит, заместительная почечная, второй вид заместительной почечной терапии – это перитонеальный диализ. То есть это дома. Человек может, имеет возможность при значит, перитонеальном диализе получить, значит, диализ дома. Домашний диализ, в народе говорится. И гемодиализ, когда уже пациент приходит 3 раза в неделю, по 4 часа приходит, значит, в центр диализный и получает этот гемодиализ. Вот. То есть гемодиализ, он должен предлагаться людям, если нет возможности трансплантироваться, если нет возможности перитонеального диализа, как последний этот этап. Но, по сути, мы должны работать над тем, чтобы продлить жизнь человеку. И на гемодиализе до 25 лет живут люди очень даже активно. Да. Вот смотрите, да, вроде бы так активно, но человек, который он привязан практически
прям ему не уехать. Да. Он постоянно, те же районные пациенты, они постоянно далеко от своих родственников. Да. Они вне дома. И это же морально удручение. Все равно морально, конечно. Это очень большой социальный стресс, эмоциональный стресс. И когда вот мы открыли Нюрбу, и очень многие ждали, да, спрашивали, пока мы ремонтировались там. Значит, вообще проект очень быстро реализовался. Очень быстро. И прямо мы в течение года почти, да, если не меньше, мы уже ремонт, все здание, всю лицензию получили, санэпидзаключение. И здание было не приспособленное, конечно же, и все в соответствии с Анпином мы привели в соответствие это здание. И, значит, мы получили в августе месяце, открылись. И пациенты, когда приехали домой, они, конечно, вот первое условие, что они дома. И вот я езжу, я сама в Якутске базируюсь, у нас тоже здесь клиника, да, своя. Ну, как бы одна клиника, но и в Якутске, и в Нюрбе. И периодически я езжу, да, чтобы осмотреть пациентов, чтобы коллектив там проконтролировать, все остальное. И когда я последний раз выезжала, в апреле месяце, пациенты довольные, слушайте. Прямо аж у них это... Аж на лице вот эта удовлетворенность такая. Родные рядом, удовлетворенность такая. Прямо мне аж самой приятно стало в душе, спокойно, что хорошо. Вообще стоило рисковать, скажем так, стоило за это браться. И, конечно, одна жизнь, две жизни. Меня спрашивают, что сколько там пациентов. Конечно, сейчас мало, года еще нет. Но зато они дома. Они дома. 6-7 в гостевом режиме приезжают, там 9, 10, 12. Там. Недавно у нас был случай, когда мы вообще спасли пациентов с Мирнинского района. В Мирнинском районе там накладка получилась, ремонтные работы в диализном отделении. И с Мирного пациента, 10 пациентов, прямо всех привезли к нам. Главы между собой договорились и распорядились так, чтобы они жили в гостинице. И, живя, значит, у нас в Нюрбе, они получали диализ в течение 3 недель. То есть это для нас тоже, как получается, вот если, допустим, главы районов, дай бог, сейчас кто-нибудь из них увидит, и вдруг, мы согласны, все, приезжайте к нам, и вот у нас в районе, в районном центре открываем диализный центр. Вы готовы? Конечно. Вот. А каково, опять же, представьте, откроете там, откроете тут, и практически жить, те, которые там живут, для них это будет прям... Да. Для них это будет... Это комфортно. Это комфорт, это быть дома. И вообще условия в Якутске жить, и в районе привыкшие жить в районе, хотят в районе. Они не зря же остаются. Сельчане, да. Город их не притянет. Да, и очень многие, я почему еще решила рискнуть насчет этого, что очень многие, когда я работала директором в Центре современной нефрологии и диализа, и мы в одно время открывали стационар и занимались ранним выявлением. И я до сих пор занимаюсь ранним выявлением. Здесь у нас в Якутске, значит, детей мы совершенно бесплатно принимаем. То есть только направление, значит, анализы, УЗИ, и дети к нам могут подойти бесплатно. У меня первая любовь – это педиатрия. И, значит, будучи педиатром, хотя прием платный в городе Якутске, да, но педиатрическую детей, нефрологических пациентов наша клиника наверняка единственная в Якутске платная клиника принимает бесплатно. Вот я сейчас хотела поговорить о здоровье. Я сейчас воспользуюсь случаем, у меня врач-нефролог. Хотела бы узнать, сейчас очень модно пить 2 литра воды. Но я с этим не соглашаюсь. Поэтому я с этим не соглашаюсь, потому что это маркетинговый ход. Это во-первых. А во-вторых, не может... Организм принимает столько, сколько он хочет принимать. Допустим, жажда утоляешь и пьешь. Вливать в себя эти 2 литра. У меня не получается. 2 литра морса, пожалуйста, там, из хаптага судить. Они как сказываются? Знаете, я когда сейчас принимаю пациентов, и, кстати, весной выезжала в район, в Нюрбу, в рамках раннего выявления, опять же, по патологии почек, и когда на приеме сидят, пациенты приходят, заходят на приеме, есть, значит, разные пациенты.
И со своим анализатором мочевым, там, значит, видишь анализы, уже видишь там что да как, и спрашиваю. Не спрашиваю, я их вердикт ставлю, ну, как бы заключение сразу говорю, ну что, совсем мало воды пьете, да? Они такие, откуда вы узнали? Ну, ваши анализы кричат об этом. Ваши анализы об этом говорят. А есть пациенты, которые, ну, на прием заходили, да, буквально старшего поколения, скажем так. Я не люблю старики говорить, да, потому что, будучи 80-летним, человек может быть духовно молод, скажем так. Да? Они еще получше нас хорошо. Да. Есть моменты, да, когда есть старшего возраста поколения, они как бы здоровее, и анализы лучше, чем у 40-летних и 30-летних. Представляете, так, что? тогда... Поэтому я у них спрашиваю. И даже вот 90-летняя бабушка заходит, и я говорю, и так хорошо выглядит. 70-летняя заходила, прям быстрее меня бегает туда-сюда. Я говорю, а далее для анализа нужна моча. Хорошо, взяла стаканчик, побежала, тут быстро так. Я такая, она куда пошла? Она, ну, как бы анализы сейчас принесет. Все оперативно. Все оперативно, такая быстро. Почки хорошо работают. Быстро. Я говорю, вы как достигли? Я у них начинаю спрашивать. Я говорю, вы воды много пьете? Да, я только на воде. Без чая, без кофе, без ничего. Только на воде. Есть те, которые говорят, что просто воду не хотим, просто не пьется вода. Вот да. Не пьется вода. Не пьется вода. Вообще, вы знаете, вот вода для чего нужна? Но наверняка, если, ну, не 90-80% наш организм состоит из воды. Да? И когда в организме воды не хватает, чтобы жизнедеятельность переваривалась, пища, таблетки, которые мы проглотили, чтобы она осваивалась, там все механизмы, процесс, даже есть цикл Кребса без биохимии, биофизики, вспомнить, да, если, значит, это все, это весь процесс идет с участием воды. А если воды в организме не хватает, то организм для своей работы берет из мокрых органов. Мокрые органы это у нас что? Это почки, печень, вот эти вот все, и идет обезвоживание организма. Обезвоживание организма это вот на клеточном уровне идет обезвоживание. Чтобы на клеточном уровне было насыщение водой, нужно натощак утром теплой воды на 40 градусов, да, например, не кипяток, значит, выпить хотя бы 2 стакана воды. Есть вообще японский метод лечения водой. 4 стакана утром. Конечно, это сразу невозможно. Я сразу говорю, невозможно. Но организм привыкает. Я вот сейчас сижу на приеме, и некоторые пациенты мои уже этим методом пользуются. И я вот недавно, мой пациент, первый раз, который приходил, и через месяц я приглашаю на вторичный. Такой живенький, бодренький, уже скинул 3 килограмма, скинул. Только никаких диет, абсолютно никаких диет. Значит, после 7 не ест, до 6 все что угодно. Значит, 6-7, 7, ладно, 6 это очень там это, 7 не ест, утром трапеза, значит, так вообще с удовольствием просыпается, с удовольствием завтракает, да, считайте, и утренняя вода. Марфа Николаевна говорит, очень было трудно, но сейчас уже привык, говорит, и с такой радостью. В семье жена и 2 дочерей. Вот мои девочки. Они говорят, всю диету хотят. Я говорю, а я вот быстрее их скинул 3 килограмма за месяц. Я их ставлю на весы, и они, когда видят результат, они довольны. Тогда вода, она почки не нагружает. Она обязательная. А количество какое воды, да, конечно, насильно его пить не стоит. Ну, хоть это. И когда жажда, да, когда вот сухость во рту, обязательно. И, значит, ну что, норматив какой? Все зависит индивидуально от телосложения человека, от массы тела, да. 30 миллилитров на килограмм в сутки. 30 миллилитров. Если 70 килограмм человек, ну 80-70, да, в среднем, 70 это 2 литра. 2 100, 2 200, вот
Значит, потом это зависит от, считайте, от погодных условий. Если потеем, с потом у нас выходит, значит, это тоже вода выходит, да. Потом, значит, если вот маску же одевали во время ковид, потеет же, особенно если в очочках, то потеет, да. Поэтому говорю... Вот у нас очень, к сожалению, я перебью, но мы продолжим когда-нибудь все равно. Мы завершаем наш разговор. К сожалению, это вот 20 минут быстро пролетели. Спасибо большое за беседу и до новых встреч. До новых встреч. С вами до новых встреч. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». 20 мая травматологи отметили свой профессиональный праздник. И по этому случаю к нам в студию пригласили Евгения Николаевича Сидорова. Он врач-травматолог травмпункта Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. У меня, конечно же, первый вопрос. С какими травмами больше всего, то есть чаще всего обращаются к вам в травмпункт? В травмпункт чаще всего обращаются, получается, травмы нижних и верхних конечностей, кисти, стопы, ушибы, растяжения, и переломы, конечно. Извини, нижние конечности – это вывихи, да? Это сезонное. Да, по сезону тоже делится. Разделим. Да, разделится. Да. Осенние, весенние периоды, там растяжение и переломы лодыжек, растяжение нижних конечностей, голеностопного сустава бывает. Так, переломы лучевой кости в типичном месте, бывает. Из-за гололедицы и так далее. Да, в гололедицу вы обычно очень предупреждаете всем быть крайне осторожными. Возраст? Да, возраст тоже имеет, тоже имеет значение. То в старческом возрасте, конечно, нас тоже ломают чаще. Бабушки, дедушки, руки в лучше типичном месте тоже, да. Чаще всего бывает перелом со смещением, да. И, лодыжки тоже, растяжение и переломы тоже. Молодые люди тоже бывают, переломы. Активные люди в основном, бегают. Которые спортом занимаются. Да, спортом, прыгают. Думают, пробегу дорогу быстренько, там гололедица, там поскользнулись и упали, типа. Я так понимаю, в любом случае, наверное, какая-то категория людей более травматичны, да? Какие-то же, дай бог, вообще без переломов ходят. Я знаю таких. Бывает, приходят, думают, что без перелома нету, там растяжение, ушиб, ходят, побаливать, говорят, там отек, кровоподтек. Да, рентген делаем, потом там выявляется перелом, соответственно, делаем гипс и назначаем амбулаторное лечение. Да. Люди есть такие, не обращаются, даже некоторые люди не обращаются. Да. И ходят, терпят, потом боли проходят, потом возобновляются какие-то моменты, да. И тоже обращаются, и там уже со смещением сросшиеся переломы там бывает, да, конечно. Сросшиеся переломы? Да, неправильно сросшиеся переломы. И вы снова ломаете, да? Не всегда, конечно, не всегда ломается, конечно, но там плановое оперативное лечение там показано еще, планово тоже лечат. Там переломы. Ведете какой-то анализ, сколько пациентов за год обратилось? Медсестрами у нас постоянно каждый день после каждого дежурства сдаются статьи, дежурство, данные, за сутки, сколько там человек обратилось. Например, с 8 утра до 11, потом после обеда, потом вечером и ночные, да. Из них кто бабушки, дедушки, сколько 60 лет и более, молодые. Там все учитывается у нас. А прям, не скажу, что наплывом, но прям много
пациентов? Это вот зима, лето, допустим, осень. Да, осень, весной, да, бывает. Осень, весна. Да. Ну, как я заметил, да, чаще всего осень, весна. Там бывает, да, очень много народу. Там ломают много, там, конечностей, как я говорил, да. И все это вот гололедица. Там. Очень много народу бывает. А так тоже делится, там, летом тоже свои нюансы. Зимой, летом, конечно, то есть сейчас начинается сезон, ну, у нас, как говорится, там, сезон дачников, колотые, там, наступили на гвоздь, да, на даче, да. Да, проткнули, как говорится, ну, там, кисть во время шашлыка шампуром. Летом тоже бывает, да, летом тоже во время купания там наступили на это разбитое стекло на пляже, там тоже бывает. А я вот совсем недавно узнала, что укусы клещей лечат травматологи. Ну, вы их вызволяете, там, я не знаю, что делать. Я раньше думала, что только хирурги этим занимаются. А только травматологи клещами занимаются. Да, я тоже думал, во время студенчества, да, в школьные времена, я тоже думал, там, хирурги или терапевты. Но потом, когда я начал работать, там у нас уже все расписано, все по нормам, да, у нас лечится все. Травматологи. Да, травматологами. После укуса, ну, надо обратиться в травмпункт сразу же после выявления. И не надо это самим выдергивать клещ. В противном случае там остается там голова и так далее. Да? Некоторые части тела тоже. А я вот хочу, знаете, что спросить? Сейчас, в наше время, вот буквально по новостям, если смотреть, последние 2 года участились вот эти вот случаи укусов клещей. И я вот хотела, знаете, что спросить? Вот хожу я такая, сходила в парк, допустим, в парк сходила, а я пойму, да, что меня клещ укусил. Да. Люди не знают об этом. Домой приходят, раздеваются, в некоторых случаях, да, там смотрят, там клещеры, оказывается, на плечо. Они не знают, когда укусил, во сколько укусил. Некоторые люди даже через 3 дня обнаруживают во время принятия душа и так далее. А он уже все свои дела там сидит, в плече делает. Очень маленьким размером, да, где-то несколько миллиметров растет, очень большой, до больших размеров растет. Можно обнаружить так. А это не поздно, там, у меня уже все там... Нет, если нашли-то, да, обнаружили, надо сразу обратиться. Не имеет значения, там, когда обнаружили, когда, ну, во сколько обнаружили, или поздно, или как-то. Не имеет значения. Сразу надо обратиться в травмпункт. Специалисты мы сразу зафиксируем, сразу удаляем и направляем на их анализ. А вы согласны со мной, да, что у нас в Якутии участились вот эти вот случаи? Да, есть такое. Наблюдается. Вот с начала, да, с конца апреля до сегодняшнего дня. 4-5, что ли, там. Сегодня, кстати, тоже один был с клещом. Ну, то вот сейчас клеща вытащили и пришли ко мне в студию. Да, клеща вытащила сразу. На съемке. А вот где обычно вот эта вот живность подхватывается? Да, это где... Ну, парк, например, да? Природа, шашлыки, там, можно на охоту, когда вышли, да? На обочинах дороги. 2 были, да? Приехали с Новосибирска, дома пришли, хотели принимать душ, разделись, и там клещ. Новосибирске, да. Привозные это уже считается? Привозные считается. Там уже не сразу, ну, один человек, ну, удалил сам, но, слава богу, нормально удалил, там ничего не осталось. Ну, самим же удалять нельзя. Да, по идее, не надо, Ну, хорошо, что он с собой принес это клеща. И мы направили это на анализы. Обязательно надо отправить на обследование. И назначаем амбулаторное лечение по месту жительства инфекционисту. Ну, в поликлинике. Там уколы, все. Ну, там уже, там уже по части инфекциониста будет.
лечение. Это уже инфекционисты, Да. все. Ну, с травмой прям. Вот этот вот укус, он клещей, он не чувствуется. Да, не чувствуется. Вот самое опасное. Комаров, Да. ладно, с комарами не буду сравнивать. Он не чувствуется, и считайте, вот человек просто... Да, случайно выявляют люди там. Это просто надо внимать. Опять Да, уже да. на природу не выйти. Да, в природу, конечно, надо выйти, но предосторожность надо было сначала. Да, одежду, закрывающее тело, волосы внутри одежды, чтобы не развеялись. наружу, в чтоб- смысле, без распущенных волос. Да, лучше так. А вот эта вот защитная одежда, все полностью закрыто. Да, чтобы закрыто было. Ну и вообще лучше, оказывается, тогда прийти и посмотреть, да, все тело. Да, смотреться обязательно надо. Время от времени, да. Если вышли на природу, там, на шашлыки, с ночевкой, да, время от времени, надо бы бросать взгляд там. Вот нормально жили же раньше без этих вещей. Вообще же даже речи не было, никакой статистики, ничего. А сейчас у нас там, тут, в этом районе более эти эпидемии. Эпидемиологические обстановки. Да. Да, спасибо за такое просвещение, что, оказывается, клещами занимаются травматологи. Это последнего думала, что хирурги. Все у нас будет. А вот есть какой-нибудь у вас, лично уже у вас какой-нибудь опыт, вы же молодой совсем, буквально недавно, да, со студенческой скамьи. Травма, вот прямо она у вас в памяти так осталась, страшная. Когда я работал в районе, да, была одна травма такая, там, открытый перелом, да, стопа так снаружи, можно сказать, там типа по отдельности, да. Не пожалел, что травматологом стал? Нет, не пожалел. Человеку помогли, и все. Да, помогли, там. Бывает много травм, видов травм, там ранения, там, огнестрелы тоже бывают, да. Укусы собак, кошек. Там тоже бывает много животных, да, контактный зоопарк, типа, да, там. Обезьяны тоже вкусы бывают. Они дикие. Крысы, хомяки и так далее. С этим надо сразу обратиться в травмпункт. С любыми. Да, с видами укуса. Несмотря даже какое животное. Люди некоторые думают, что травмпункт смотрят только укус собак. Да. Тоже так? Да. Любые укусы животных мы смотрим. Будь то там собака, кошка, крыса, даже обезьяна. Потому что инфекции разные бывают. Инфекции бывают, ага. Тогда, смотря вот такие виды всяких травм, всего, работа все-таки не с... Надо... Какой должен быть травматолог? Я думаю, это в первую очередь так, не надо думать, да? Надо действовать, типа, на хладнокровно надо было. А почему вы выбрали это? Например, потому что вы же могли пойти в педиатры, в хирурги, да, там, в анестезиолог. Я думал сначала, да. Потому что они же сперва к вам идут, а потом уже по врачам. Во время студенчества я проходил практику в районе. Там проходил практику у хирурга, в кабинете хирурга приемной. Там я работал в перевязочном кабинете, там люди разные бывают, приходят там переломы, там заболеваниями, живот болит и так далее. Но пришел один мужик с переломом руки, да. Хирург меня пригласил сразу, пойдем в гипсовую. Пошли в гипсовую, сделали. Он показывает мне, как налаживать гипс. Смотри, как налаживать надо гипс. Другой врач приходит, смотрит, спрашивает, преемника учишь, да? Да, преемника, он к нам приедет. Шутку так сказал. Практически судьбу решили. Да. После окончания первый год работы, я думаю,
Да, Саныч так сказал. Я, кстати, да. Он же сказал об этом. Ну, я тут работаю уже. Можно ему привет даже передать. Да, да. Практически вашу судьбу решили. Но если бы я пошла бы в медицинской стезе, допустим, да, если бы я пошла, я бы не стала бы, наверное, я бы и туда, во все бы пошла бы направление медицины, кроме анестезиологов. Мне кажется, это вообще крайне ответственное. Это вот держать человека между жизнью и смертью, да, и следить прям. Да, не да. А в травматологи тоже, может быть, пошла. Травматологи там, да, легче. Ну, по мне-то легче там. И тоже с хирургами работал в районе там. Ага. Я думал, ну, с хирургом вместе работали же. На базе, ну, хирургическом отделении у меня несколько коек было. Тоже хирургически я смотрел там. Я думаю, не, лучше травматология, лучше. А у вас кто-то, вы по стопам пошли, у вас династии? Нет. Вы один в семье пошел? Да, медсестры есть, сестры, братья там. Фельдшер брат есть, да. Но врач я один. Я вот от всей души поздравляю с вашим прошедшим праздником профессиональным. Спасибо. Ну, я желаю, конечно, вам пациентов поменьше, чтобы все были живы, здоровы. У меня такой вопрос есть, ну, такой прям мой личный вопрос. Есть вот две кости у человека, ну, разные люди. Вот тут кость плотная прям. Вот обычно в картинках же видно вот эти вот поры, да, дырочки. Вот когда кость... Где-нибудь школьные учебники же есть, где я вот всегда считаю, что у кого-то кость крепче всегда. Есть люди, которые с крепкими костями. Кости, которые, ну, даже по весу тяжелые. По весу тяжелые, Ага. И есть кость, допустим, у людей других, но она такая хрупкая, пор побольше, вот этих вот пространств между порозные. Ага. Порозные называется, да? Да, остеопороза. Это вот все есть, да, такое? Есть, конечно, ага. Надо было медики больше всего знала. Но сейчас вы уже сразу после эфира на работу. Да, сейчас на работу. А в коллективе у вас сколько человек? Коллектив у нас где-то 9 человек. Все травматологи? Да, все травматологи. 9 человек, включая заведующего. И медсестры, и да, санитарки. Младший медперсонал. Ну, народу много, нас много, вот поэтому. Ну, медсестры, да, очень... Медсестры это вообще самая поддержка, мне кажется. И медбратья, и медсестры. Без них никуда вообще. Да, конечно. Медсестры ваши очень хорошо. Если бы не они... Наверное, сейчас этот момент вырежет и обязательно вашим коллегам-медсестрам отправят. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию в вашем плотном рабочем графике. Дай бог, мы еще свидимся с вами, но, пожалуйста, не в ваших стенах, в наших стенах. С прошедшим праздником и спасибо большое. Спасибо. Все.